Уважаемые телезрители, все мы много раз слышали, что город наш многонациональный, здесь проживает довольно большое количество людей разной национальности. В последнее время ощущается какой-то всплеск национального возрождения. У нас в городе существует татаро-башкирское объединение, существует бурятское объединение украинцев. И вот сегодня мы беседуем с председателем Общества возрождения советских немцев. Это Миллер Виктор Федорович. Виктор Федорович, расскажите, пожалуйста, как давно организовалось ваше общество и какие цели на ближайшее время вы перед собой ставите? Наше общество организовалось 12 августа 90 года. Есть такой Винс Валерий Андреевич, режиссер кукольного театра, который написал объявление, и на это объявление откликнулось 70 с лишним человек. Вот. После этого, мы зарегистрировались в исполкоме, неоднократно, собирались. С членами общества. В ноябре месяце, были выдвинуты делегаты на пленум советских немцев, который состоялся в Москве, в высшей партийной школе СССР. Был Оберман и я. Скажите, пожалуйста, а сколько на сегодняшний день в городе проживает немцев? На сегодняшний день в Нюрнбергском районе проживает 2500 человек. По Якутской ССР, по статданным, 4990 человек. Вот, наверное, не секрет ни для кого, что многие из них даже не знают своего родного языка. Ваше общество ставит такой целью возрождения родного языка, традиций? Да, эта цель у нас уже осуществляется. То есть мы сейчас имеем 4 группы преподавания на немецком языке. И туда же даже приходят русской национальности. Желающие изучить просто язык? Да, со своими детьми. А какие связи у вас, вот, допустим, с Германией, с посольствами? Вы как-то поддерживаете отношения, налаживаете контакты? Да, я уже 4 раза был в посольстве ФРГ. И последний раз был в посольстве бывшей Демократической Республики Германии. Передал письмо на немецком языке от нашего общества, и, в общем-то, от имени себя. Некоторые люди обращаются к нам за выездом с помощью, чтобы... Вы такую услугу оказываете? Да. Чтобы посольство все-таки немного упростило на составление документов, так как многие люди немецкой национальности, не зная даже, где они родились, не имеют метрических данных, оставались с 30-х годов сиротами. Так вот, скажем, как мой отец с 30-го года остался без родителей, бездомным. Немцам, проживающим на территории нашего города, нашей республики, попадает что-то с этой помощи? Вот в настоящее время, где-то дня 3 назад, я получил письмо от Суховой, которая проживает в городе Якутске и нуждается помощью. Имеет 2 детей, 2 родителей, трудармейцев, и сама, без мужа воспитывает детей. Жалуются на то, что поступают посылки из ФРГ, но однако же они по адресату не попадают. То есть, не именно немцам эти посылки именованы, а для нуждающихся, те, которые остро нуждающиеся. И заканчивая нашу беседу, скажите, пожалуйста, куда должны обратиться наши телезрители, которые заинтересовались вашей информацией, и какие у вас будут мероприятия в ближайшее время? У нас сейчас насчитывается более 300 человек в нашем обществе. Мы располагаемся Дружба народов 2, по 2-й подъезд, подвальное помещение. В настоящее время, 7 числа, у нас будет проводиться отчетное собрание делегатов съезда, который, находился на этом съезде. Я как делегат, Винс Валерий Андреевич и Гензель Альфред Павлович. И будет проводиться конференция конференцию в Москву. Ну что ж, уважаемые телезрители, если вас заинтересовала наша информация, сообщаем еще раз адрес. Это Дружба народов 2, подвальное помещение. А мы продолжаем свою программу.